Аллаху, Господу миров. Всемилостив и милосерден Он один, дня судного один Он властелин. Лишь пред Тобой колени преклоняем, и лишь к Тебе о помощи взываем. Направь прямой стезей нас. Каждая книга имеет первую страницу. Священная книга мусульман Коран тоже имеет свою первую страницу, имеет свой первый абзац. Это сура Фатиха, открывающая. Это уникальная сура. Но вообще очень трудно сравнивать в Коране, какая сура более важная или менее важная, но это Фатиха, это то, что открывает священную книгу. Фатиха передавалась пророку дважды, в Мекке и в Медине. Правда, некоторые европейские ученые все-таки сходятся на том, что Фатиха пришла к нему в Мекке, когда он, был еще только пророком, но еще не был государственным деятелем. Сура открывает Коран, и, по мнению многих, суть Корана, если вдуматься, она заключена именно в этой суре. Без нее вообще невозможно восприятие Корана. И недаром, кстати говоря, у нас в России, даже в годы советской власти, я уже не говорю потом, те мусульмане, которые были вынуждены таиться, прятаться, не говорить о том, что у них естественная вера, даже они хоть немножко, но знали Коран и знали Фатиху. Как принято говорить, это наиболее употребительная, что ли, сура. Она читается на праздниках, на разных торжествах, на похоронах. Наиболее известная, наиболее распространенная. Мне приходилось общаться с людьми, которые не знают арабского языка. Это совершенно понятно, потому что языки знать невозможно. Но даже они, вот эти вот мусульмане, не арабы, даже они знают суру Фатиха. Всевышний Аллах дал нам, мусульманам, величайшее свое слово. Аль-Фатиха. Открывающая. И не только Коран, но открывающая молитву каждого мусульманина. Потому что без чтения Фатихи ни один намаз, ни одна молитва не будет совершенной. Она будет неполной, если мы не произнесем слова восхваления и благодарности Всевышнему Аллаху. Потому что любой мусульманин знает слова «Альхамдулилля». Слава, хвала, благодарность прежде всего и после всего Всевышнему Аллаху. Всевышнему Аллаху, Раббиль Алямин, Господу всех миров, всей вселенной, всего того, что сотворено Всевышним Аллахом. Эти слова, это чувство выражают и люди, и ангелы, и камни, и вода, и небеса, и земля. Именно об этой суре пророк говорил, отдавая оценку этой суре, которая всего содержит как бы в себе 7 аятов, но тем не менее она содержит очень большие сведения и большую ценность. Он говорил, что эта сура ниспослана, она из-под трона Аллаха, то есть из его сокровищниц, Аллаха, которые хранятся под его троном. И таким образом эта сура, которая читается всеми мусульманами в пятикратной молитве, читается мусульманами и после каких-либо благих дел или перед какими-либо благими делами. Эта молитва, она и молитва, и одновременно и как сура Корана, которая читается во всех случаях жизни мусульманами, для того, чтобы получить милость Аллаха, для того, чтобы получить и здоровье, для того, чтобы излечиться от каких-либо недугов, и для того, чтобы приблизиться к Аллаху. Слово Всевышнего, откровение Аллаха было ниспослано людям в виде священного Корана на арабском языке, на том языке, на котором говорил сам пророк Мухаммад, и на том языке, на котором он услышал эти слова Всевышнего.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Разумеется, никакой перевод не сможет во всей красе передать непостижимую глубину Божьего Слова. И тем не менее священный Коран, его аяты и суры по многу раз переведены на основные языки мира. Есть, разумеется, и несколько переводов на русский. Вот как звучит сура Аль-Фатиха в исполнении автора, одного из недавно выполненных переводов священной книги. Хвала Аллаху, Господу миров! Всемилостив и милосерден Он один. Дня судного один Он властелин. Лишь пред Тобой колени преклоняем и лишь к Тебе о помощи взываем. Направь прямой стезей наш, что Ты избрал для тех, кто милостью Твоей одарен. Убереги нас от пути разгневавших Тебя и тех, которые в неверии блуждают. Вы смотрите программу «1001 день». Сура Фатиха – это первая сура Священного Корана, которая на русском переводе означает «открывающийся». Еще она имеет одно название. Святой пророк Мухаммад назвал ее Уммуль Кур'ан, то есть мать Корана, ибо она выражает собой в простых и емких, сжатых словах всю суть учения Корана и учения ислама. Эта сура имеет еще одно название. Из хадиса пророка Мухаммада мы узнаем, что она называется «Сабю Маthani» – 7 повторяющихся, то есть 7 повторяющихся аятов Фатихи, ибо она, эта сура, читается в каждом ракиате, в одном из главных ритуалов мусульманского вероисповедания в намазе. Это сура и молитва, и мольба, и наше заклинание Всевышнему. И начинается она «Альхамдулиллях» с хвалы Всевышнему, с хвалы Аллаху. И это не просто восхваление единого Творца, Создателя всего сущего. Это бесконечная благодарность земного человека той великой и вечной силе, которая правит мирами, за счастье жить в одном из них. Но меня в этой суре потрясает два слова. Третий аят. Ар-Рахман ар-Рахим. Всемилостивейший и всемилосерднейший. Это совершенно потрясающие качества нашего Творца. И по-русски их можно выразить непревзойденным выражением. Бог есть любовь. Что же движет миром? Миром движет божественная любовь к созданию. Ибо Аллах создал мир из любви к Нему, из любви к каждому своему творению. Один из аятов священной этой суры Фатиха, в котором говорится о величии Аллаха, хвала Аллаху, Господу миров. Господу миров, то есть не Господу земли, и не Господу конкретно людей, живущих на этой земле, а Господу всех миров. Также мы можем сказать о том, что жизнь человека не может ограничиться этим миром. То есть, прожив 60, 70, 80 лет, человек не уходит в никуда. Он переходит как бы в иной мир, где он уже будет держать ответ за все, что он сделал в этом мире.
будет держать ответ для того, чтобы уйти уже в вечность, то есть или в вечное блаженство, дарованное Аллахом в раю, или на вечные муки, которые также указаны за его плохие, за его страшные, за его злые деяния перед человечеством в этом мире. И таким образом, даже вот этот короткий аят, говорящий о величии Аллаха, о том, что Он объемлет своей милостью и своим наблюдением всю Вселенную, и мир этот, в котором мы сегодня живем, и мир тот, в котором мы будем жить после, говорит о величии и о всеобъемлющести этого священного аята. Сура Аль-Фатиха, защищающая, успокаивающая, дающая награду. Вот те названия, которые сами мусульмане дали этой суре. И без нее, наверное, невозможно представить жизнь мусульманской общины, жизнь мечети, да жизнь вообще человека как верующего. Она, несмотря на то, что состоит всего из 7 аятов, вмещает в себя весь Коран. Это слова самого посланника Аллаха, что эти 7 аятов – это и есть сердце священного Корана. И без него, без суры Аль-Фатихи, наверное, и невозможно было бы говорить в целом о священном Коране. Аминь, говорим мы в конце этой суры, выражая тем самым надежду, что Аллах примет эту нашу величайшую молитву и тем самым дарует нам возможность жить по Его законам, жить по Его установлениям, ибо это и есть наше счастье в жизни земной и жизни